Город вне города. Развитие инфраструктуры позволит построить в Зауфимье более 6 миллионов квадратных метров жилья. Об этом Ради Хабиров рассказал на оперативном совещании в правительстве. Это откроет новые возможности как для жителей, так и для бизнеса. Об этом и не только в материале моего коллеги Артура Шамсудинова. Чтобы понять, что относится к Зауфимью, достаточно взглянуть на карту. Огромная территория, которая больше центральной части Уфы. Пока там в основной массе сады и частное домостроение. Однако создание инфраструктуры позволит открыть дорогу для более масштабных проектов. С полуострова немножко уходим, правильно, да, Артем Васильевич? И большие объемы стройки начнутся за Уфимью и Забелье. Вот. А какие, может быть, стройки, если нет воды и водоотведения? Все остальное у нас есть, слава богу. За последний месяц в федеральном правительстве одобрили поэтапно 2 казначейских кредита для строительства систем водоснабжения и канализации в Зауфимье. На эти цели Башкортостан получит более 13 миллиардов рублей. Потенциал строительства свыше 6 миллионов квадратных метров жилья, а это практически как отдельный город. Важнее даже, может быть, другое. У нас все-таки и Нагаево, которое разрослось уже огромное, и Акбердин, и Шмитово, и Зинина, вот эти все населенные пункты, они испытывают достаточно серьезный дефицит воды. И, соответственно, вопросы водоотведения практически там в разной стадии недоработки находятся. Поэтому вот получение этого кредита и решения, а это кредит практически, он даже где-то невозвратный, то есть правительство, если мы нормально отрабатываем и показываем, то он просто списывается и все, скажем так. Вот. И у нас есть возможность наладить всю ситуацию с водоснабжением там, чтобы качественная вода была, и наладить, соответственно, водоотведение. Плюс это закольцовка, скажем, таких водяных поставок для Уфы. Это, в принципе, скажется на качестве поставки воды в Уфе. Ради Хабиров также отметил важность программы поддержки местных инициатив. Общее количество победивших проектов в этом году составило 734. Большинство связано с ремонтом учреждений образования, дорог, благоустройством и озеленением. Увеличились заявки на патриотическую тематику. Суть: государство дает средства на реализацию при условии софинансирования жителей и бизнеса. В этом году по поручению главы региона объем госсубсидий увеличили до 700 миллионов рублей. Получается, вот мы выделили 700, и где-то почти 500 миллионов пришло от частного бизнеса, от жителей. Спонсоры и населения. Отличная история. И на самом деле, вот то, что люди хотят, сами себе делают. Наверное, на следующий год закладываем, да? Да, Ради Фаридович, потому что программа имеет большой успех, прям все просят ее сохранить, поэтому мы сохраняем. Отлично, отлично. Поэтому глава муниципалитетов, пожалуйста, продолжайте эту работу. Вот. Важно очень, чтобы справедливые решения всегда были. Вот на это надо смотреть по заявке. Обсудили возможности взаимодействия органов власти, например, при том же благоустройстве территории, с предприятиями уголовно-исполнительной системы. Глава ФСИН рассказал о работе осужденных в собственных цехах. На производствах наладили выпуск широкой линейки товаров. 20 сентября в Уфе на площади Ленина ведомство представит основной ассортимент. Ради Хабиров поручил муниципалитетам ознакомиться с продукцией, которую можно использовать при выполнении различных заказов. Говорили о мерах поддержки предприятий в сфере информационных технологий. Эта отрасль одна из самых динамично развивающихся. Только за прошлый год штат IT-работников увеличился на 260%, а средняя зарплата в 1,5 раза. На сегодня она составляет около 160 тысяч рублей в месяц. Ключевым условием получения мер поддержки остается государственная аккредитация, которую проводит Минцифры страны. Республика активно участвует в федеральных программах. Только в этом году благодаря грантам в экономику региона привлекли более 100 миллионов рублей. Ну и, конечно, большой бонус для работников – льготная ипотека. Айтишники могут рассчитывать на весьма привлекательное предложение. Жилье по ставке от 6% годовых. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Артур Хуснудинов, Родион Матвеев и Руслан Галямов. Новости.